Всем привет, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия24. И сегодня у нас тема будет посвящена также автомобилям. Ну и, как говорится, об этом чуть попозже. Но самое главное, перед съемками мне нужно помыть автомобиль, который практически после зимы я еще не мыл. Специально для этого выбрал время пораньше, чтобы успеть на автомойку самообслуживания, который достаточно популярный у нас в летний период, когда температура воздуха выше 0 градусов. И сейчас, соответственно, начнем. За 300 рублей и где-то минут, по-моему, что-то я не уследил, около чуть меньше 15 минут потраченного времени именно во время мойки. Машина помыта, нужно наверстывать упущенное. Раньше, по-моему, я мог за 200 рублей помыть машину, но надо учитывать, что она сильно грязная. Тряпкой я ее не буду протирать, как бы смысла особо нет, все равно потом поездить на нормальную мойку. Вот, но в целом опыт, конечно, чем опытнее человек, который моет на мойке самообслуживания, тем чище он после нее. Что я всю нижнюю часть, всю полностью закидал грязью. Машина была, еще раз напомню, очень грязная. Вы сами ее видели. Вот, но сейчас уже на свежей машине, на помытой, можно приступить непосредственно к выпуску передачи «Испытано на себе». Сейчас раннее утро в Якутске, и в 9 утра у нас встреча на автодроме, и сегодня мы поговорим про профессию автоинструктора. Испытано на себе. Если честно, то я немного волнуюсь перед сегодняшним выпуском, потому что стаж вождения у меня с 2002 года, это уже 21 год я за рулем. Ну, как-то все равно, вот, допустим, привыкаешь ездить по тем же улицам, в тех же практически дорожных условиях, и определенные какие-то, конечно, правила забываются, возможно, да. Вообще, в целом, вот, опираясь на опыт передачи про авто 14, где гости проверяют свои знания правил дорожного движения, хочу отметить, что в целом неплохо, то есть очень редко кто допускает более 2 ошибок. Но, тем не менее, рекомендуется всегда повторять правила дорожного движения. Тем более, происходят различные нововведения уже в существующие правила, да, изменения практически каждый год. Ну что, друзья, сейчас мы находимся на автодроме, где будущие водители, которые будут на дорогах нашей республики, обучаются, получают практические знания. Ну и, соответственно, на подобном автодроме я учился больше 20 лет назад, поэтому сегодня немножко волнуюсь, и сейчас мы познакомимся с нашим инструктором. Испытано на себе. Ну что, друзья, давайте познакомимся. Айрбек Магометович, очень опытный автоинструктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у меня вот такая проблема, как бы я, в принципе, уже достаточно большой стаж у меня вождения, да, такой не профессиональный, а как все, да. Но единственный момент, бывает так, что идет чередование. У нас в семье 2 машины. Toyota Corolla, она чуть поменьше, да? Поменьше, ага. Да, и вот Chevrolet Tahoe. Когда я на него сажусь, вот в городских условиях очень сложно. Иногда бывает, ну, до сих пор, да, иногда моменты с габаритами, да, по вопросам, особенно вот задний ход, там приходится выглядывать на улицу. В общем, я сегодня хочу вот в том числе на автодроме, да, как-то обучиться чуть-чуть получше узнать свой автомобиль. Вот. Я думаю, что вы мне в этом поможете.
Помогу, конечно. А что, вот какой у вас опыт работы? С Ну, какого года? 27 лет 27 лет Да. вы обучаете. инструктора. То есть я езжу на машине 21 год, а Хайрбек Магометович обучает людей уже 27 лет. Да. Отлично. Но я думаю, что лучшего человека и не найти. Давайте пройдем в автомобиль и начнем. Пройдемте, ага. Так, ну что, мы сейчас в автомобиле. Это было очень давно, когда я сдавал экзамен по практике. Вот. Сейчас я попробую, как бы несмотря никуда, то есть я ничего не повторял, попробую вспомнить порядок действий. Так, машина должна быть выключена. Да. Все. Мгм. Значит, во-первых, если не ошибаюсь, у нас... Во-первых, надо настроить всё сиденье, все это. Ну Да. оно уже как бы настроено, да? Так, Да. давайте. Вы мне не подсказывайте, я сейчас все сделаю, а потом вы скажете мои ошибки. Хорошо. Так, сейчас Договорились. микрофончик сейчас вам. Договорились. Хорошо. Я, получается, ваши ошибки только буду. Да-да-да, в конце. Так, сейчас Хайрбек Магометович подсказал, что нужно регулировать сиденье. Ну, так как, в принципе, мой автомобиль, поэтому сиденье уже настроены. Так, а дальше я уже попробую без подсказок. Так, значит, ремень безопасности. Так, вот с ручником я вот не помню. Так, скорее всего, если у нас механика, проверяем нейтраль. Тут, понятно, на парковке, без парковки она и не заведется. Да. Запускаем автомобиль. Так, отпускаем ручник. Не-не-не. Передачу включаем, потом уже ручник отпускаем. Вот вы опять подсказали, да? Как О. настоящий инструктор. Я уже Так, по вот, привычке. у меня уже, такая одна серьезная Всё. ошибка. Ничего, Да, ничего. Так, нажимаем тормоз, переключаем и спускаем ручник. Соответственно, так, наверное, проверяем зеркала и едем. Первое упражнение какое у нас будет? Параллельная парковка. Параллельная парковка. Она у нас вот, да? Вон она, Прямо. парковка, ага. Прямо едем. Задом, да? Заезжаем. Да, задним ходом. Так, Паркуемся. зеркала настроены. Из-за того, что объем машины достаточно большой, у меня иногда бывают проблемы, особенно, кстати, так, вроде должен поместиться. Так. Ага. Основные правила при постановлении на парковку. Я вроде ничего не сбил, да? Вроде не влез. Ничего. В целом правильно, да, Нормально, встал? правильно встали. Основные, это понятно, не сбить вешки Да, и, по-моему, вот за эту линию, да, то есть не должна Да. выступать машина. вот. Так-то мы, конечно, чуть-чуть не очень, нормально, нормально. Ну, можно подправиться немножко в эту сторону, Да. да, например. А вообще, если, например, ученик переключает скорости, да, то есть вот как бы корректируется, или он должен зайти идеально только задним ходом на парковку? Ну вот то, что вы заехали, это нормально вы заехали. нормально всё Да, заехали. нормально Ага. заехали. Ну, в городских условиях, конечно, желательно немножко поправить машину, чтобы она стояла ровно на Да. парковке. Теперь ваши ошибки. Вы подъехали, вот, Мгм, на исходную, да? мгм. Перед тем, как парковаться, вот, перед тем, как начать движение, надо было включить правый указатель поворотов. То есть показать, Да, показать участникам указатель, движения, да. что я Да. буду двигаться Да. вправо. Да, Ага. вот. Припарковались, ручник, потом уже выключаем. Ставим на паркинг. Так, да-да-да. Так, припарковались. Ставлю ручник и парк. потом переключаю уже Да, на на паркинг. парковку. Да, Все, и потом выключаю машину и выхожу. да. Мгм. Вот. Так, это достаточно грубые ошибки при сдаче экзамена. Экзамен, соответственно. Ну, это не очень-то грубые ошибки. На такие там, на мелкие нарушения идут там баллы. Мгм. Вот. Ну, если вот
также если набрать, там 1 балл, там 2 балла по мелким нарушениям. 5 баллов набрали, это уже не сдача. Мгм. Экзамен не сдан. Мгм. На данный момент у меня где-то 2 ошибки получается, да? 2 балла. За ручника на 1 балл. 1 балл. Да. Ну и там тоже было как бы при трогании с места тоже была ошибка. Ну да, То есть уже 2 балла. 2 балла. Так, до 5 баллов осталось всего 3. Так, двигаемся далее. Следующее упражнение. Разворот в ограниченном пространстве. Выезжаем с парковки. Так, значит, так, нажимаю тормоз, включаю передачу. Мгм. Так, тут я не выйду, поэтому заднюю. И снимаю с ручника. Разворот это вот там, да? Да. Вот сейчас пока прямо и... Прямо. Я вот здесь должен развернуться, да? Да. Вот заедем. Здесь заезжаю, а тут выезжаю. Да. Все Ага. правильно. Разворот в ограниченном пространстве. Там мне подсказывает, что на этом крокодиле не пишется. Или можно двигаться назад, как бы. Не, конечно, можно двигаться. Ага. Так, и выезжаем туда. да? Выезжаем. Так, следующее. Ну, Следующее. все нормально, да? Нет, Нет? опять же, Так, опять ошибка. ошибки. Везде на этих упражнениях вы тут поворотку правую не включили. Там в этот, на разворот едем, вот. Опять же, левую поворотку, потом правую, потом левую. Каждый раз вы должны Ага. указывать. Поняли? Понял. Все мои Указатели. маневры я Да, указываю. указывайте везде. Мгм, Вот там тоже дальше поедем в гараж. Подъедем на исходную. мгм, Правую поворотку включаем. Загоняем машину в бокс. мгм. Оттуда с бокса выезжаем. Например, налево выезжаем, да? Тогда левую поворотку. Вот. Потом разворот выполняем. Вот. Выехали налево, разворачиваемся, поедем дальше мы на горку. Вначале, получается, включаем левый при выезде с бокса. Вот. Потом разворот. Включаем правую. Потом опять же там налево, на горку. Поворотку опять же. Вот. Потом уже поднимаемся. Спускаемся с горки, вот куда выезжаем. Опять же указываем Налево. указатели поворотов. То есть даем информацию другим участникам движения, что наши действия, да, куда мы поедем. Так, друзья, видите, то есть годы берут свое, а про поворотку я даже сейчас и не думал. Так, хорошо. Двигаемся. Сейчас Так, Так, что заезд в каждых где у нас? маневрах поворотки. это какое упражнение, как называется? Это бокс, Бокс. гараж. Передним ходом, да, заезжаем? Задним ходом. задним Сейчас ходом. пока передним, да, на исходную прямо едем. Так, передним. Тут подкорректироваться можно, да? Или нет? Вот, допустим, я вот так хочу чуть-чуть ставить. Можно. Сложновато. Так, сейчас я буду двигаться назад и вправо. Соответственно, включаю правую поворотку и начинаю движение. Вы уже не туда поехали, вот же, бокс. А, вот это бокс, я перепутал. Так, понял. Так, поворотку. Не в ту вешку уже завернул. Да, Так, поворот вправо. не Задний тот ориентир, ага. Так. А, он так-то широковатый, нормально. Вот это у меня проблема с этим. Так, вроде все. Ой, вешка на месте. Ну все, нормально выполнили. Фух, так, хорошо. Все, дальше поедем тогда. Так, едем на горку. На горку. Едем на горку. Выезжаем налево. Да, Ага. выезжаем Так, налево. поворотка. А, или прямо можно.
Ну, можно, как бы, если прямо, то не включаем поворотку, да? Давайте вправо, но Приезжаем, все да. равно тут поворачиваем направо. Включаем поворотку. Так, здесь едем налево. Включаем левую поворотку. Нюанс про горку. Она в основном для тех, кто на механике сдает, или все ее Нет, проходят? Все проходят. Все проходят. А какие сложности на автомате? Нужно здесь остановиться, да? Да, перед стоп-линией, вот. А где стоп-линия? На горке? Вот она, вот тут, конечно, вы проехали. Назад скатывайтесь. Так. Это не ошибка, это я просто не знал, Стоп. как упражнение делается. Не, я хочу ее увидеть. Увидите? Я её даже не вижу. Спускайтесь. Вон белое, вот это по белое краям. прямо на Ага. крае. Ага. Вот. Так, хорошо. Перед ним надо будет остановиться. Перед ним. Бампер должен. Да. Да, отлично. Так, должен на парковку встать, да? Да, ручник. Так. Тормоз не отпускаю, ручник нажимаю Угу. и отпускаю Да. тормоз. Ага. Все, чтобы двинуться у нас, мы включаем передачу, Так, отпускаем так, ручник и двигаемся вперед. Тут уже обычный спуск, да? Да, на спуске тоже остановимся. где? На самом катитесь. Внизу, да? Там тоже Вот это стоп-линия по будет. этой вешке? Не. Еще Не. давайте. Вот, все. Тут тоже так же, да? Да. Парковка. Так, ручник. Так. Ручник. Отпускаем. Ага. Все, горку выполнили. Горка выполнена. Ага. Горку выполнили. Так. Так, поехали. В целом это все основные упражнения, да? Все основные упражнения, все 4 упражнения вы выполнили. Ага, но не без ошибок, как говорится. Достаточно, ну такие, на грани, да, я, по-моему, сдал. И прошел я автодром? Прошли Прошел автодром. автодром. А за сбитие вешки, допустим, если ученик сбил вешку, сколько баллов? Это не баллы уже, это грубая. А это уже грубо, Да, вообще уже не уже сдача. все, не сдача, да? Да. Я бы хотел еще повторить вот этот въезд в гараж, Мгм. потому что вот это основной такой момент, чтобы... Ну, давайте повторим, конечно. Так, Давайте. значит, с повороткой налево. Мгм. Так, я сейчас попробую по заднему зеркалу заехать. Поворотка. Сейчас попробуем к стенке гаража. Ориентируюсь по зеркалу. Ой. Сколько там сантиметров? Сейчас Семен подскажет, сколько сантиметров расстояние. Нормально это сколько? А, еще где-то так, да? Ага. Так. И выезжаем. Так, за нами как раз уже Мгм. сзади уже идет инструкторская машина. В целом на этом автодроме участвуют 3 школы, да, им пользуются? 5 автошкол. 5 автошкол 5 даже. Автошкол, ага. Хорошо. Друзья, ну а сейчас мы вместе с Хайрбеком Магометовичем выйдем уже в город, в городские условия и попробуем В городских условиях. в городских да, условиях поездить. И есть у нас в городе такие определенные нюансы, с которыми многие автомобилисты как-то не так, да, проезжают их. Поэтому попробуем их разобрать. Самые такие распространенные моменты. Двигаемся далее, оставайтесь с нами. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас нам предстоит выезд в город. Также не забываем, пристегиваем ремень. Машина уже запущена. Так, нажимаем переключение. Ставим на D и отпускаем ручник. Так, вроде все. Сейчас вы уже можете Поворот. говорить уже ошибки в режиме реального времени. Мгм. Так, микрофон у меня на месте.
Так, включаем поворотку, смотрим, никому ли мы не мешаем на выезде. И двигаемся вперед. Скажите, а вот, допустим, есть какие-то определенные самые распространенные ошибки у учеников? Это вот абсолютно практически большинство вот сталкивается, например, совершают одни и те же ошибки. Ну, ошибки в основном они допускают из-за волнения. Волнуются, да? Я в вспоминаю, основном, да, это очень... волнение. То есть вот даже любой курсант, который хорошо подготовлен, может легко завалить экзамен. Пешеходу не уступить там, ошибиться там. Дистанцию не Да, соблюсти. Да, превышение скорости. Вот. Да, я себя вспоминаю, Просто потому что психологически подготовиться. я когда Подготовить тебя к экзамену. сдавал практику в городе, я ее сдал, по-моему, со второго, если не с третьего раза. То есть у нас был старт с Комсомольской площади. Первый, я думал, сейчас я выйду на дороги и покажу, на что я способен. И тут же все вот там бывает же кучей вот так вот втыкаются на выезде. И я очень близко подъехал впереди стоящему автомобилю. Сотрудник ГИБДД, который принимал экзамен, сказал: ну все, приходите в следующий раз. Экзамен не сдан, да? Да. Когда я сдавал еще, ну, как бы, всегда же общаешься с однокурсниками. Да. Ага. Там даже вот такие Это моменты всегда были, так, да. рассказывают, бывают даже какие-то некоторые уловки у принимающего экзаменатора, например, проезжает, говорит: остановись здесь. А ты останавливаешься, а там был знак: остановка запрещена на обочине. Вот вы опять же в данное время Ага. нарушили. Не Я- уступили пешеходу. Пешеход же был Где? при выезде. Мы же выезжали на дорогу. Он шел по тротуару. Да, это грубое нарушение. То есть, а вот вообще вот этот грань, да, например, вот человек, мне показалось, что он шел далеко, то есть я ему не особо помешал. Или он прямо остановился? Нет, он же уже Он уже встал на Да. дорогу? Так, вот. Практически, скорее всего, опять то же самое сработало. Я думал, сейчас мы выйдем на дорогу и только тут уже начнем. Так, здесь у нас нюанс. Вот бывает так, что не очень, да, любят учебные автомобили, да, на трассе. Да. Я вот сам был недавно свидетелем, ну тоже у меня как-то вот очень прямо медленно ехал ученик. Очень. Прямо скорость где-то 15 км в час, наверное, была. Но люди бывают разные, да, то есть бывают такие, что очень сильно волнуются. И как вообще, вот вы, наверное, как психолог, да, еще? Ну, инструктор, конечно, как психолог должен работать. Так, сейчас мы отработаем заезд на кольцо. Так как нам нужно, ну это я вот мои мысли, да, нам нужно развернуться на то большое кольцо, то мы заезжаем с этого края, а тут Да. вообще еще и ДТП или что-то да. такое. Так, ну вроде никому не мешаем. Нужно ли включать поворотник? Нужно при перестроении. Вот Нет, сейчас мы на въезд, перестроимся. во время въезда на... Нужно. Вот, перестроились, включили также. Вот. Так, тут я сейчас введу в заблуждение. Сейчас... Вот мне нужно Тогда перестроиться. щас, Там у нас занята эта полоса. Занято. По внутренней полосе Так, проезжает. такая ситуация, видите, как у нас стоит грузовик. Так, меня слева поджимает машина. Заскочил. Так, здесь мы подключаем поворотник и смотрим, чтобы справа никто не прилетел. Вообще это, конечно, стресс. По средней полосе. Так, по средней Вот, полосе. да. Там полоса разгона, да? Туда мы не Ага. должны при съезде. Вот. Ага, теперь она вот сузилась, тут теперь Да. две полосы. Да, две полосы уже в нашем направлении. Так, я думаю, я еще даже такие нюансы не очень правильно держу руль, да? Вообще по правилам держать руль нужно Да. две руки, Да, как бы на... две руки, да. Если по часовому циферблату, то 10-2 или 9-3. 10-2 это, по часам, да? 10-2? как бы по часам. 9-3 это вот, 9-3, да. вот так. Во-во-во. Ага. Никаких вот так, Да. вот так, да? Но все-таки вот Совершенно подлокотник у меня вот, я держу вот на 5 часов и на 12. Да, Это уже как-то привычка такая выработалась. привычка, да, выработалась привычка у вас, ага. Так, здесь у нас ограничение 60. В целом, как бы есть, ну,
таки как запас там в 20 километров. Но ученик может ли, ну, Не может. не может, то есть до 60, да? Да, идет? никаких погрешностей. Так, сейчас перестроимся налево и зайдем через... Я спрашивал про поворотник. Вот многие включают поворотник направо, например, когда заезжают на кольцо. Или налево включают, вот чтобы... Все по-разному, да. Но мы должны включить какую? Правую, да? Нет, нет, при въезде. Вот При въезде. я Вот должен мы же включить? направо же едем. Не, мы вот сейчас, вот если мы хотим развернуться, Не, например. я понимаю, мы же сейчас направляем машину направо же. А, то есть я вот здесь Да. должен включить правый Правильно, поворотник? да. А, Вот, правильно. вот я заезжаю, да? Да. Так, заехал в Все, выключили. крайнюю всё левую отлично. линию. Теперь полосу. куда мы поедем? Так, мы поедем... Ой, нет, мы туда не поедем. Что-то пробка такая огромная. Ну тогда давайте разворот. Давайте разворот. выполним. Ага. Огромная Разворот, пробка огромная просто. пробка, да. Что за праздник? Интересно. Вот сейчас нам надо будет перестроиться на среднюю полосу, Мгм, потом мгм. чуть проехать и перестроиться на правую. С Так. правой полосы потом съезжаем. Сейчас переключаю Да, поворотник ага. вправо, Всё. перестраиваю здесь. Все. Выключил. Еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз. Чуть поздно перестроились. Ага. С правой полосы съезжаем. В целом, вообще, на круговое движение я могу заехать с правой любой крайней полосы. полосы и могу С любой полосы можем заехать. Съезжаем только с правой. только с правой. Да. А вот на том перекрестке, где вот круговом, где строительный рынок, да, Мгм. там вот при съездах по 3 полосы. Там же полосы разгона, они отделены. То есть, если мы с круга съезжаем, мы должны съехать на среднюю полосу. Поняли, да? А, вот когда сюда мы Да, заезжали. да. Да. Там полосы разгона, потому А что. почему я не могу заехать сначала на полосу разгона? Потом А. меня зажмут с левой стороны, да, получается? Не. Полоса разгона для тех, кто едет с правым поворотом. Да. По той улице, да? Да. Со строительного рынка. Все правильно. А, Они сразу выезжают на полосу разгона, потом уже перестраиваются. ага. Поэтому вы должны съехать на среднюю полосу, если с круга. Вот тут тоже полоса разгона, Ага. по средней полосе едем. Так, Вот, поворотник. вот, Вот так. по средней полосе. Ну, в целом, наверное, проблема города Якутска с круговыми в том, что круговые очень маленькие, да? Или нету разницы от... Нет, В больших городах просто есть такие, они достаточно большие, да, объемные круговые, и там как-то вот эти перестроения более, ну, легче, что ли, сделать. У нас вот это, мне кажется, думают люди, залетел и вылетел. да. У нас вообще не соблюдают, вот, съезжают с любой полосы. Мгм. То есть могут заехать с левой полосы на внутреннюю и тут же съехать с внутренней полосы. А по правилам дорожного движения же это как? Вот. Можем заехать с любой полосы, съезжать только с правой полосы. Так же? Мгм. А почему мы хотели поехать в сторону порта? Там есть один перекресток, и там, если не ошибаюсь, есть для тех, кто выезжает с Севастопольской, стрелка зеленая. И я, например, завершаю маневр, да, то есть меня вот, как бы, мне нужно развернуться в сторону города, и те, у кого зеленая стрелка, они обычно не пропускают, хотя должны. Хотя да, вам должны дать возможность завершить свой маневр. У них горит дополнительная секция, но они могут ехать, но уступив, не создав помех другим участникам движения. То есть вам. Они должны вам дать возможность завершить маневр. В общем и целом получается, что стрелка не дает преимущества. Преимущества, Она просто позволяет вам сделать маневр, то есть вправо. И вот такой нюанс. Совершенно Например, я верно. двигаюсь по правой крайней полосе. И я не успеваю, мне нужно ехать прямо, но я не успеваю на зеленый. То есть зеленый для меня гаснет, да, как для того, кто хочет Да. вперед ехать. Но правая стрелка горит. Имею ли я право, могу ли я остановиться на перекрестке и как бы не двигаться дальше? Конечно, вы тем самым ничего не нарушаете. Мгм. Единственное, все, кто сзади меня, думают, что какой я нехороший, да? Да, вот.
Многие вот этого недопонимают. Мгм. А так там вы ничего не нарушаете. Всё. Ну, вот такие как бы нюансы, они, по идее, все прописаны в правилах дорожного движения. Конечно. Но многие об этом забывают. Да. И вообще, в целом, как бы, да, и такие вот спорные моменты возникают на дорогах. Но я думаю, самое главное правило, это, особенно по круговой, несмотря на вашу правоту, лучше иногда пропустить, да, человека. Да. То есть сделать лишний круг, да, например. Хотя, нет, если вы не нарушаете, то вы лишний круг не будете делать, да. Обычно нарушают Лишний те, кто... круг мы выполняем, если на кругу не успеваем Перестроиться. Да. Так, здесь опять... Ну, вот смотрите, если я сейчас здесь правую поворотку включу при въезде, на это, Включаем, подумайте, да. что я хочу туда поехать. Нет, нет, нет. А мне-то надо прямо? Так, вот я справа поворот заезжаю на круговую. Все, выключили. Выключаю. Вот. Еду прямо Да. по круговой. Да. Здесь мне нужно, опять же, вправо. Не надо... Нет, да, вот туда. Туда мы поехали, едем. да. Ага. Да, вот это интересный тоже. Вот, все по правилам Нюанс. зато. Ага, зато по правилам. Зато все по правилам, ну. Так, вот здесь у нас ограничение 40. Я должен ехать 40, а тут вообще 20. 20. Тут, ну тут и быстрее не поедешь, кстати. Лежит лежачий полицейский. Угу. Интересно, почему такое ограничение? Здесь какой-то опасный участок, что ли? 20-ку вы должны ехать. Тут ограничение ой. 20. Я- Ограничение не снялось еще. А снимается оно на перекрестке. На перекрестке, Это до что, до туда перекрестка, да. ехать? Да. Вот здесь все должно быть 20. Все должно 20, да. Но я еду 30, я не могу. Ну, меня сзади там уже поджимает. Нет, я тут 20-ку не смог проехать. Ну, сзади меня прям вереница. Ну, это тоже уже грубое нарушение. Это тоже грубое для ученика? Да, Всё. не сдача экзамена. То есть, возможно, что когда я ехал медленно за учеником, он, скорее всего, шел 20, да? Да. И инструктор не позволял ему ехать быстрее. Возможно, так. Скорее Так, всего. здесь уже снялось Да. ограничение. Здесь уже, если никаких знаков ограничений нет, то можем двигаться 60 км в час. Все правильно. Скорость для населенных пунктов. Так. Опять 40, Опять 20. И ограничение. причем на 500 метров. Да. Зона действия знака 500 метров. То есть после 500 метров вы можете уже ускориться. Ну, давайте попробуем. Ради эксперимента идем 20 км в час, да? Но зато тем самым вы ничего не нарушаете. А, никто и не выгоняется. Ну, нет. 500 метров-то мы уже проехали. Думаете? Конечно. А, мне казалось, что это перекрестка. Так, мы подъехали к интересному перекрестку. Возможно, мы его несколько раз проедем, да. Здесь вот тоже есть вопросы. Вот раньше это была основная главная дорога без всяких светофоров, да, и все ехали смело направо. Но сейчас, возможно, уже как бы это... Перекресток сейчас получится регулируемый, Да, да? типа я даже должен здесь, соответственно, включить Да. поворотку направо. Дождавшись зеленого сигнала, начинаем движение и поворачиваем вправо. Вот. Пропускаем с пешеходов, если они есть, и двигаемся. Сейчас мы там будем разворачиваться. Так, ну вот здесь как бы нужно, наверное, ловить момент, да, чтобы примерно показать. Вот сейчас на встречке к нам сюда, в эту сторону, никто не едет. Но по старой памяти, да, люди, получается, ориентируются, как бы, не знаю, мышечная память или какая-то, да, то есть, когда зеленый сигнал светофора включается, они смело едут налево, не давая преимущества тем, кто двигается с той стороны. Знаками приоритета пользуемся в том случае, когда перекресток нерегулируемый. Так же? Да. А так сейчас перекресток Так, регулируемый Сейчас давайте получается, да. проедем прямо. А здесь даже
Вот так вот. Так, ну что, сейчас мы будем двигаться прямо. В целом, Да. УАЗик даже поворачивает налево. У нас 28 секунд. Вот Вадик тут нарушает уже. Это нарушение, да? Да. Вот, мы едем прямо. Вот видите, нам Мгм. уступают. Они Уступили? обязаны уступить. Обязаны. Обязаны. Но это был такой, да, поднят вопрос, когда только-только установили светофоры. Скорее всего, тоже вот действительно, ну, по памяти люди Да, так ездят, привыкли. мышечная память, да, Да, вот. в принципе, сейчас, скорее всего, это уже такая проблема единичного характера, возможно. Ну, вообще, можно, наверное, такой вывод сделать, друзья, да, несмотря на то, что вы всегда там ездите из дома на работу по одним и тем же дорогам, там, в детский сад, школу, детей отвозите, да, то есть, грубо говоря, годами передвигаетесь по одному и тому же маршруту, Да. это не означает, что вы не должны смотреть на новые знаки, на, ну, вообще, как бы, внимание не уделять дорожной обстановке в плане новых каких-то нововведений, правил и так далее. То есть всегда должны следить за Следить изменениями за дорогой, дорожными. Контролировать, читать дорогу, да? Мгм. Читать это в смысле, вот, читать знаки. А вообще вот с годами, да, вы уже работаете, как вы отметили, 27 лет, да? Да. Вот за вот этот достаточно большой, почти 30-летний отрезок, да, вот какие-то были, вот, ну, стало, например, женщин больше обучаться или там люди старшего возраста. Вот есть какие-то такие наблюдения? Конечно же, есть. Вот. Женщин очень много стало обучаться. Раньше-то это редко, мало девушек, женщин обучались. Очень мало. А сейчас очень у многих желание. Есть и люди постарше по возрасту приходят. 55 лет, 60 лет. Да, а вот ну, старше 50 люди, они легко как бы схватывают, вот, им легко дается вождение. Ну, в основном, да, проблематично, конечно. Ну, есть и такие, ага. Вот. Это же с каждым человеком это по-разному. Каждому человеку это все по-разному дается. Кому-то легко, кому-то сложно. Бывает и молодые приходят вообще сложно. Мгм. Да. То есть не зависит Вот, от возраста, да. скорее всего. Вообще, вот работа автоинструктора — это стрессовая работа, как вы думаете? Да, я не сказал бы. Или я привык, не знаю. Вы, наверное, привыкли. Нормальная работа. Так, допустим, подумаешь, вот я сижу с человеком, который, ну, грубо говоря, первый раз, да, сел за руль. Вот, и- Главное, с понятием надо относиться к курсанту. Это надо же понимать, что первый раз выезжаем в город, да, человек первый раз. Конечно, у нее стресс. Инструктор должен относиться с уважением, быть вежливым, понимаете? Вот. А не нагонять там, ага, кричать, орать, не так сделала, неправильно там это. Это еще обратную реакцию Да, вызывает. обратную реакцию, да. Тем самым мы же морально тогда давим курсанта также, если кричим, орем. А надо, наоборот, морально поддерживать. Не сразу все дается. А бывают такие случаи, что человек вот приходит, вроде уже, получается, ну, обучается, и вот во время теоретических навыков сдается и говорит, это не мое. Бывает такое? Ну, не знаю. Вообще практики редко, да? В моей практике не было такого. То есть все идут Да. до конца, до... Теорию проходим, потом уже вот эту теорию, которую они прошли, вот, применяем на практике также, вот. Так, ну вот сейчас я применяю на практике. Направо поворотник Да. включаем. Показываем, что мы заезжаем, грубо говоря, это перекресток. Так, ладно, пропустил. Да, получается перекресток с круговым движением. Мгм. Теперь выключаю, двигаюсь по кругу. Ну, так как нам уже тут выезжать, поэтому по крайней правой полосе и с нее спокойно выезжаем. Также с включенным правым поворотником.
Вот из этих 3 машин никто поворотку вправо не включает. Вот тот включает поворотку влево, да, то есть вот очень, Да. очень странно получается. Мы заезжаем. А, вот это вообще, ну, типичный, Без ничего типичная сверху, ситуация, да. без поворотки. То есть непредсказуемые водители. Да, здесь у нас прям уже пробка, несмотря на субботний день. Так, перестроимся. Там вот, где бывшая школа милиции, там прерывистая линия есть. Можем развернуться. Вот тут получается нарушение. Вот да? где, да. Вот где, видите, компенсатор? Ага. Там есть прерывистая, прерывистая. да. Можем развернуться. Немного так-то странно, да, как-то тут прерывистая, а там сплошная. Хотя примерно конфигурация одинаковой дороги. Да. Мы сейчас можем разворот выполнить либо через круг, либо вот где прерывистая. Видите, машина свернула? Да-да-да. Ну, там прерывистая. Развернемся сейчас там. Там мы ничего не нарушаем. Насколько заранее вот поворот? Вот сейчас надо Да. включить. Включили? Перед Заблаговременно. маневром. Ага. Заблаговременно. Ой, я тут, по-моему, не Да. развернусь. Ну тогда поехали прямо. Прямо, да. Не впишемся, да. Не вписываемся. Да, нюансы вот тоже зависят от габарита машины. То есть водитель должен знать габарит машины, сможет ли он, допустим, при развороте сделать это за один заход, чтобы не было никаких вот этих вперед-назад, и оценить ситуацию. Так, здесь мы снова заезжаем с поворотником направо. Так, чуть можем ускориться. Ой, как быстро едет. Здесь двигаемся по внутренней полосе. Нам надо развернуться. Да. Едем, аккуратненько, едем. едем. Ага. Едем. Ой-ой, странно. Так, Перестройки себе. перестраиваемся. Все, еще раз надо будет Еще раз. перестроиться. И уже отсюда заходим в поворот. Мы съехали сейчас Правильно. неправильно. Неправильно опять? Неправильно. Надо было перестроиться. Так я же перестроился. Вы проехали между правой и средней полосой. Да. Надо было еще ближе к бордюру. Вот, друзья, насколько Да. вы понимаете, насколько вот Вы заняли сейчас обе полосы, и правую, и и среднюю. по ней поехал. Ну, я Да. как-то плавно И по- старался да. поехать. Ну, плавно вот так и съехали. Надо четко по полосам перестраивать, и четко. Друзья, ну что, мы сейчас возвращаемся обратно на автодром. Хотелось бы поблагодарить Кайрбека Магомедовича. Здесь пропускаем мы, Уступаем. соответственно, и пешеходам. велосипедисты, и пешехода. Он пропускает нас. И, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы также поблагодарить автошколу «Автолюкс» за помощь в проведении съемок. Я думаю, что было достаточно информативно, хотя это все обычные правила дорожного движения, которые должен знать каждый. Но, тем не менее, нюансы, которые возникают на дорогах города Якутска, да, они вот такие. То есть все равно какие-то дополнительные вопросы. Конечно, возможно, водители забывают об этом, да, то есть со временем как-то вырабатываются определенные привычки. И из-за этого мы получаем то, что получаем, да, то есть создание опасной ситуации на дороге. На дорогах, ну. Поэтому желаем всем нашим зрителям терпения, взаимоуважения на дорогах, быть внимательными, ну и, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. И до новых встреч!